Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Я вас приветствую в своем канале. Сегодня я вас готовлю салат по-таджикски чашма. Много мне люди звонят, говорят, почему вы не готовите салат. Вот я решил сегодня готовить салат по-таджикски. Салат называется чашма. Это салат, у нас фирменный салат. Таджики его готовят давно, поэтому сейчас начнем делать салат. Чтобы приготовить салат, нам необходимо мясо говядина отварная, помидоры, таким желательно, как маленькие такие, перец болгарский, красный, желтый, баклажан, чеснок нужен, кинза обязательно и кунжут. Обязательно кунжут надо жарить, хорошо надо его жарить. Еще нам нужен соевый соус и кунжутное масло. А вот соевый соус, говорю, вот то, что у нас в Таджикистане жили много корейцев, очень много не жили. И они нас готовили, учили, как принимать. Это вкусный соевый соус. Вот обязательно таджики его тоже используют. Начинаем готовить наши любимые блюда. Это салат. Вот у нас отварное мясо. Когда мы его варим, обязательно мы воду солим. Конечно, мы вам сейчас не можем показать, что час надо варить, надо его. Даже больше часа. Вот его мы возьмем. И как надо резать. Тонкими кусками будем резать. Вот так. Вот, смотрите. Очень тонкими кусками надо резать. Это мясо мы потом еще возьмем чуть-чуть, мы пожарим его, мясо, чуть-чуть жарим. 500 грамм надо мясо говядина, 500 грамм. 500 грамм нужен помидор. 500 грамм нужен болгарский перец, 500 грамм баклажан, кинза, чем больше, тем лучше, чеснок, одну головку надо на все этого, что еще, соевый соус по вкусу, мы этого солить не будем, мы только солили мясо, когда перед чем варили, поэтому солить не будем. Мы будем его солить с соевым соусом. У нас где-то получается 2,5 килограмма даже 3 килограмма наш салат. Чтобы кормить человек 10. Вот, а концовка будет вот так. Резать. Все. Сейчас мы выкладываем мясо на тарелку. Вот так мы его хорошо выкладываем, чтобы... Выкладывали. Сейчас начинаем резать баклажан. Баклажан, вот мы взяли, с двух сторон почистим. И начинаем вот так его пополам так резаем. И вот начинаем вот по 2-3 миллиметра, чтобы вот такой был. Вот так мы его. У нас получается очень вкусный, хороший такой фирменный салат, который в нашем кафе, который я заведую, очень много его хорошо берут, хорошо заказывают. Обязательно надо чистить его. Обязательно. Зелень. Так.
Так надо, когда большой баклажан надо, вот так хорошо получается. Даже отлично получается. Все, 500 грамм наши баклажанчики готово. Готово. Сейчас мы начинаем. Все, вот готово баклажанчики наши. Начинаем резать наши помидоры, уважаемые подписчики. Помидоры. И вот так надо, все, больше ничего не надо, вот так. Вот так. Тоже вот так. Все. Полкилограмма надо помидорчиков. Наступает осень наши, поэтому помидорчики сейчас у нас очень хорошие спели получается. Вот у нас почти получается полкилограмма помидорчиков. Уважаемые подписчики, обязательно выбирайте хороший помидор. Хороший помидор. Салата нужен хороший помидор. Когда помидор хороший, значит салат будет хороший. Продукты. Возьмите местные производители. Местные. Сейчас везде у нас много хороших помидоров, огурцов, баклажанов. У бабушки покупайте в дачах. Вот все, наши помидорчики тоже готово. Наши помидорчики. Начинаем резать наши этого перчика. Ух, какой перчик попал. И перчик обязательно чистим внутренности, хорошо почистим. Потому что нам будет ни к чему. Это надо обязательно внутри надо чистить. Семечки нам мешают. У нас есть кинза хороший. Кинза говорю. Кунжут хороший семечко дает. Вот все, ну-ка. Для красоты, ребята, подписчики. Ну, два вида используйте салата этого болгарского перца. Очень будет красивый вид это будет. Ну, салата. Красивый вид. Опа. Сейчас начинаем резать его. Взяли его так. Вот так, ребята, смотрите. Смотрите, вот так нарезать его. Вот так ему резать его. Вот такой макаром надо резать его. Видите, как получается красиво, удобно, чтобы вилка попала хорошо в вилку. Его. С перцем закончили. Уважаемые подписчики. Видите, можно вот так есть. Видите, как красиво получается. Все, наши продукты готовы. Мы уже резали, все готово. Сейчас начинаем наши сковородки, доливаем масло кунжутное. Он когда хорошо, как говорят, начинает греться, такой идет черный дым, как фритюрница получается, температура. И начинаем жарить наши продукты. Вот сейчас наливаем масло. Обязательно надо кунжутное масло. Вот. Подождем. Вот столько масла. Подождем. Уважаемые подписчики, наше масло готово. Вот только мы будем чуть-чуть жарить. Много не надо жарить. Вот мы половинку сейчас по 250 грамм. Вот половину я взял, кидал. Вот так будем жарить. По чуть-чуть будем жарить. Взяли. Вот. Хорошо жарятся наши баклажанчики. Вот баклажаны как начинают
получается желтеть, это золотистый цвет получает, и сразу мы начнем его снимать. Долго его жарить не надо. Золотистый цвет. Ну, сразу берем. Чуть-чуть. Как хорошо жарится наши баклажаны. Как оно хорошо жарится. Вот такой аромат. Вот все, уважаемые подписчики, обязательно надо готовить его на кунжутном масле. Обязательно. Все, наши баклажанчики готовы. Потихоньку уберем. Убираем потихонечку. Вот так убрали. У нас готовы баклажаны. Сейчас добавляем еще кунжутное масло. Все, вот столько хватит пока. Сейчас ждем, что он накалится. Сейчас мы добавляем перец. Но перец мы не будем жарить. Перец мы жарим полусырой. Потому что он должен, это салат, это у нас не второе блюдо, не первое блюдо. Перец должен сохранять свой вкус, свой запах. Поэтому мы его жарим до полусырого. Вот, добавляем. Чуть пожарим, убираем. Вот видите. Наши болгар перси готово. Попадает. О, ой-ой-ой, какой. Почему запаха не передает ваша камера, еще раз говорю. Сейчас будем туда кидать помидор. Помидор будем жарить полтора минут. Потому что от него кожа слезает от помидора. Полтора все хватит, чтобы нам пожарить. Вот смотрите, как делается. Быстренько пожарим и уберем. Вот видите, как получается наши помидорчики. Вот так перемешаем. Вот сейчас мы уберем их, чуть-чуть уберем. Вот. И все, помидорчик убираем. Вот. И мясо тоже на минут 2 спустим масло, чтобы он взял к себе вкус овощей. Минут полтора-две. И все, наше мясо тоже будет готово. Все. Уважаемые подписчики, я вам одну хочу сказать, что вы вареное мясо долго не жарите, потому что он будет сухой и жесткий будет. Там чуть-чуть, чтобы лишь без этого взял. Все, наше мясо готово. Сейчас остался только чесночок. У нас, уважаемые подписчики, все готово. Состав нашего салата. Остался только резать нам чеснок. Вот мы чеснок почти с двух сторон. Мелкими кусками нарежем чеснок. Вот такой мелкими. Наш фирменный салат. Это, уважаемые подписчики, это салат у нас получается горячий салат. Теплый салат. Можно его кушать и теплым, и можно его кушать холодным. Это теплый салат у нас получилось. Наш чесночок готов. Почти один маленький головку чеснока мы порезали. Сейчас возьмем наши кинза. Вот взяли, вот так будем резать. Вот так.
Вот так, смотрите. Вот так, смотрите. Хорошо смотрите. Вот все, наша кинза готова. Вот так мы урезаем. Вот кинза, наш чеснок, все. Все наши продукты для салата готово. Мы все пожарили, вот все стоит. Сейчас начинаем их перемешать. И все, начинаем перемешать. Начинаем с нашего мяса. Мясо ложили аккуратненько. Ну, теперь на выбор начинаем. Давайте начали с баклажана. Баклажан добавляем. Добавили баклажан. Давайте начинаем с нашего болгарского перца. Болгарский перец добавляем. Опа, он как. Вот. Уже у нас какой получается наш салат. Уже можно есть. Добавляем наши помидорчики. Опа. Добавили. Вот уже полный блюдо стало у нас. Добавили все это. Уберем. Добавляем наши... Не, давайте кинзу добавляем. Кинзу добавляем, товарищи. Добавили кинзу. Видите, какой у нас кинза получается. Ну, перемешать его, наверное, будет мне интересно. Чесночок. Чеснок добавляем. Смотрите, уважаемые подписчики, как у нас получается красивый наш салатик. Сами посмотрите, потом сами оцените. Все убираем. Все. И добавляем наши кунжут. Вот смотрите, как надо, товарищ. Хорошо, подписчики, посмотрите. Просто кунжут очень начинает это делать. Вот, уважаемые подписчики, сколько кунжут у нас хватит. Вот, все. И добавляем соевый соус. Получается грамм, вот. Смотрите, товарищ, как у нас мы добавляем соевый соус. Смотрите. Такой салат обязательно к этому салату. Ничего не надо. Горячий чай, зеленый, вот у меня есть, сейчас буду пить. Еще чуть-чуть добавляем. И все. Он и нам вкус дает дополнительно. И солит, как говорят, соль добавляет наш салат. Вот сейчас мы начинаем его аккуратненько перемешать. Аккуратненько. Вот так, ребята, взяли. Вот так перемешаем наш салатик. Так поднимаем высоко. Как говорят, воздушный или как там. Видите, какой салат получается. Какой салат, какой салат, какой салатик. Вот, вот, товарищ, посмотрите. Сами оцените потом. Я вам одну скажу, ребята. Ничего тут такого нету. Тяжелого. Очень просто, очень просто. Очень просто он готовится. Это салатик. Очень просто. Просто от души надо готовить. Уважаемые подписчики, обязательно это салат попробуйте дома, готовьте. Он очень вкусный, полезный салат. Я желаю вам счастья, любви. Не болейте, уважайте друг друга. И своим землякам хочу сказать, что обязательно мы находимся на территории России. Соблюдайте закон Российской Федерации. Обязательно наведите свои документы в порядке. Удачи вам, любви, счастья. Я надеюсь, что вы на моем сайте еще подписываетесь. Поставьте лайк. Такой тоже поставьте, если не нравится вам мое блюдо. Пишите ваши комментарии. Ждите, я через неделю опять выхожу в эфир. До свидания, пока-пока.